Дуслар, всем привет и сәлеметсіз, меня зовут Айнур. Мен Римма. Вы на канале Айда Онлайн, это шоу «Татары пробуют понять». И сегодня полюбившаяся вам рубрика «Татары пробуют понять» тюркские клипы на базе своего татарского. Римма, мен сеңа әзірләдім, я тебе приготовил 4 клипа. Как всегда, твоя задача послушать буквально пару строк, определить язык, потом мы посмотрим текст, вот тех строк, которые ты услышал, и ты попытаешься понять язык и вообще о чем поется песня. Итак, мы взяли композиции, которые вы предложили под прошлым видео в комментариях. Поэтому, если у вас есть еще варианты, предлагайте. Главное, подписывайте страну исполнителя, если еще скиньте ссылку на текст и на видео, вообще будет супер. Итак, первый. Жейхун Самедов. Называется «Туфан Вар». «Туфан Вар» как можно уж перевести? Потоп. Будет потоп. Будет большая вода. Типа этого. Надо было читать комментарии. Надо было узнать, что они там предлагают, комментаторы. Римма, какой язык и что ты поняла? Хоть что-то поняла? Я поняла всего лишь одно слово. Первое. Пенджеря. Что это значит? Но это же не турецкий язык. Мы не можем же 2 недели, это 2 подкаста подряд про турецкие песни. Что такое пенджере? Пенджере на турецком это окно, терезя, но, наверное, это азербайджанский. Правильно. Ты угадала с языком. Хорошо, на слух было тяжело воспринимать? Да. Давай посмотрим текст. У нас же есть текст. Так, Римма, вот читай первое четверостишее, и что ты поймешь? Пенджерене бахрам, ишик яныр отағында, пердeye de күлген düşür, sen güzgünün kabağında. Karda yağır küçelere, üstün başım olup kar. Aynını kalın giyin, çölde tufan var, tufan var. Karda yağır köşelere, üstüm başım olup var. Üstüm başım, кстати, я поняла. Aynını kalın giyin, gülde tufan var, tufan Çölde. var. Çölde tufan var, tufan var, tufan var. Теперь стало понятней? Шуль, понятно. Давай начнем сначала. Пенджерене. Кстати, вот азербайджанский это уже такой будто по-турецки, но с буквой «э». Интересно. Пенджерене, бахарам. Смотрю, это может быть бакалым, типа? Бак. Этот мишарский диалект. Да, азербайджанцы, пишите, правильно ли мы переводим. Ишик янар, ишик это дверь. Дверь. Ну, это в татарском дверь, я не знаю, может, в азербайджанском по-другому. Янар загорится. Перде это, наверное, занавеска, шторы. Да, вот отағында, это не знаю. Пердееде күлген düşür. Может быть, типа... Солнце упадет. Пердееде күлген... Күлген, думаешь, это солнце? Күлген не посмеявшийся? Не знаю, может, солнце посмеялось. Мне кажется... Может, от слова «кölь», «зола». Может быть. Düşür — это тушир, ну, типа спуститься. Я. Ага. Сен гузгу... Давай вот последнюю строчку переведем, попробуем. Сен, Син. ты, гузгунун. Мой вариант — это про зеркало. Күзге. Да. На татарском зеркало. Да. Это у тебя какой вариант? Да, похоже. Но в турецком, например, зеркало вообще не күзге. Там айна, да. Поэтому не знаем, что он имеет в виду. Ну, давай еще одну строчку. Карда яр кущалере. Кар — это, наверное, снег. И снег. Или упадет, типа яуа, кар яуа. Яур, кстати, ну да. Интересно, кстати, в азербайджанском, как в турецком, г, вот это вот юмшак г, она как читается или пропускается? В турецком, например, мы бы сказали яр. Яр. А в татарском мы бы сказали ягр. Да, наоборот, прочитали бы твердо. Кучаляре. Это наше любимое слово куч, типа переезжать, переехать, да, кочевать. В общем, азербайджанский, давай, от 1 до 10, насколько сложно тебе понимать, как идеально знающий татарский, но еще ты при этом в прошлом видео в комментариях справедливо заметили, что ты знаешь, ты читер, Рима, ты еще знаешь турецкий. А я не изучала турецкий специально. С турецким мне легко, потому что я приехала в Турцию с полной уверенностью, что у меня есть татарский, вообще легко будет общаться с турками на их родном языке.
Но не тут-то было. Но вот для уверенности вот эта база, конечно, прям сделала свое дело. Я везде чувствовала, что я как-нибудь с ними все равно найду общий язык. А в отличие от, например, от европейских стран. Турция, кстати, тоже европейская страна, если что. Ну, я жила на азиатской части Стамбула. все, окей, все хорошо. Засчитывается, принимается. Окей, ну, от 1 до 10 насколько было сложно? 10 это очень сложно, 1 очень легко. Ну, наверное, по сложности это где-то 7-8 баллов. 7-8, окей. Римма, следующая песня — это артисты Калифорния и Мирас Жугунусов. Песня называется, если я правильно сейчас прочитаю, «Кимбаттым». Вообще уже с названием можно немножко понять, потому что вот в прошлой песне было «Вар», и это точно говорило о том, что это либо азербайджанский, либо турецкий, ну какой-то из арбузских языков. Давай смотреть. Ну, что, Римма, какой язык, и смогла ли ты что-нибудь понять из песни? Я вообще не вслушивалась в текст, потому что я ждала, типа, «Man in California», типа. Клип реально в Калифорнии сняли? Или это группа так называется? Нет, это называется исполнитель просто Калифорния. Угу. Ну, такой мягкий, как казахский. Ну, кыргызский, я думаю. Я схитрил, это казахский. В прошлый раз у нас был казахский, но мы еще раз послушали казахскую песню. Ну, потому что у казаха очень много классных песен. Ну, вот как можно с этим человеком под что-то вписаться? Подожди, ну ты сама придумала, что каждый раз будут какие-то новые языки. Я этого вообще не говорил. Может, у нас вообще все то же самое. Может, даже те же самые клипы буду ставить. Окей, ну, что-нибудь слышала из текста? Я же говорю, нет, я ждала про Калифорнию что-нибудь. А про Мираса Жугуносова ты ничего не ждала? Нет, это твои любимые певцы. Кимбат там что-то тебе говорит? Будто кто-то утонул. Утонул, да. Угу. Ну, давай утонул, нет? Посмотрим о чем текст. там текст? Читай. Кымбаттым, шаштарын тарап капкара, туп-туну көздері батып барам, оу сымбаттым. Окей, вот на этом остановимся. Что ты поняла? В татарском есть тоже вот какая-то песня про то, что кто-то расчесывает черные волосы. Так, давай бы сначала шаштарын, щашлярин. На Да. татарском было бы, да, это шаш, это щащ. Да. Тарап один в один слово. Расчесывать Капкара это черные. тоже один в один. Черные, да. Да. Кымбаттым. Көздері батып барам. Көздері, ну, наверное, в глаза. Угу. Батып барам. Ну, тоже прям по-татарски сказано, батып барам, типа, ну, тону. Угу. Оу сымбаттым. Вот кымбаттым и сымбаттым, не знаю, у нас будто нет этих конструкций. Вообще не знаю. Никаких даже мыслей нет. Может, это первое, это он утонул в песок от слова ком. Я вообще придумываю сейчас. Сымбаттым, может, и в воду утонул. Или по-настоящему утонул, типа щенлап баттым. В общем, если у вас есть варианты, как на татарский перевести комбаттом и сымбаттом, пишите в комментариях, если вы знаете казахский. Особенно просим вас написать. А сложность от 1 до 10? Сложность, 5, наверное. Легче, чем азербайджанский. Да, потому что кыпчакская группа уже поближе. Капкара, да. Мне еще нравятся вот эти вот буковки, которые обозначают твердых. Да. Хара. У нас в татарском этого нет. Мы сами должны догадаться, какой там К, твердое К или мягкое. Да, поэтому просто в разговорной речи они тоже уходят, к сожалению. То есть уже много людей не заморачиваются. И с мягкой буквой Х то же самое, кстати, я слышал. Римма, 3-е видео. Называется группа «Оркестр Биш Бармак». Песня называется «Биеу». Я, кстати, уверен, что ты ее уже слышал. Кто поет, какой язык? Башкортлар. Башкортлар. И о чем поется? Это продата брюгосмач бию была мне. То есть разве это танец, если не делать топор-топор, когда танцуешь? Если это не зажигает сердце, разве это любовь такая? И текст давай посмотрим, но ты уже только что перевела. А вот что дальше? Там есть такие дальше слова.
Что это? Это просто набор звуков? Да, это шифр такой. Какой? Такой, чтобы понять, свой человек или не свой. Слушал ты БСТ в детстве или нет? Ну-ка, пояснительную бригаду, пожалуйста. БСТ — это башкирский. Нет, это да, телевидение. про пароль. Башкирское спутниковое телевидение прекрасно. Я думаю, все знают. Ну, это как татарское... Что у нас есть такого? Дубар-дубар-дубая. Это хать тардарит таим, дар хать тардарит таим. Окей, супер. И, наконец, финальная песня. Ислам Садыров называется, кстати, по-татарски очень похоже. Койда. Bir qoldin ayasimman har so'g'ib bo'lmaydi deb ataylar aytgani qayda havada. Итак, Римма, какой язык, что ты услышала? Ну, я уже по имени артиста поняла, что это ногайская домбра. То есть инструмент домбра, ногайский национальный инструмент. Ну, я почему-то у них больше воспринимаю, как они в домбру играют. Мгм. Хайда, типа, где? Угу. Койда холода, типа, в воздухе, в небе. Или в небе, наверное. Давай посмотрим слова. Бир кылдың аясыман қар соғып болмайды деп, атайлар айтканы койда ауада. Baydan qizin almadi ballisini qolmadi ataylar aytgani qayda havada. Байдың қызын алмады, байдысыны қалмады, атайлар айтканы койда ауада. Мне кажется, это народная песня, потому что тут вот дальше уже про то, что не надо жениться на дочке богача. Давай разберем. Бир Калдын Айсаман. Мне кажется, вот это Бир Калдын, я прям когда песню слышал, будто по-татарски он сказал Да. Бир Калдын. Наверное, остался один, но То есть, возможно, у них вот это «не» с твердым знаком, может, это «не». кажется, да, как наши мы. Бир Калдын Каршы Айсаман. шығып болмайды. Карсогып Типа Болмайды. нельзя выйти против. да, выступать против. Мгм. А Тайлор Айткан, типа то, что говорили отцы, Айтканы. наверное, предки. Кстати, интересно, что вот это эйтерга, это не у всех тюркских есть. Сильдерга есть, вот такое, а эйтерга вот у нагайцев есть. Атайлар Айтканы, Койда, Авада. Авада, думаю, что это Ховада, просто Х у них как бы редуцировалось, и поэтому Авада. Байнан қызын алмадып, то есть не бери дочку Богача в жены, балясына қалмадып, не оставайся Баля это в беде. проблема, Баля. беда. Мгм. Мгм. А Тайлор Айткан, то, что сказали предки, передали отцы. Я вообще обожаю вот эту домбру. Этого... Там еще до ислама был такой известный домбраист, или как это будет, Арсланбек, который сейчас зажигает и сам, и его музыка зажигает на каких-то исторических таких крутых турецких сериалах. Когда Прикольно. надо вот это вот передать тюркский дух, вот это вот какой-то вот военный, боевой, не военный, а именно боевой дух вот этого домброй, я слышу его музыку. Ну, круто. Видишь, это круто, когда что-то тюркское пригождается всему тюркскому миру. Сложность. Мы, во-первых, забыли оценить башкирскую песню. Давай сначала башкирскую. От 1 до 10. Насколько было сложно? 0. 0. Нагайская? 5, наверное. 5. Ну, хотя вот абсолютно каждое слово мы поняли. Конкретно в этой песне. Кроме слова «Айясаман». Конечно, когда видишь текст и их уже читаешь сам изнутри, это все как-то вот интонацию свою ставишь, больше понятно, чем вот воспринимать на слух. На слух уже воспринимаются только самые общие слова, то есть самые первичные, самые короткие. Ну да, я вот понял только «Бриколден» и все. Да. Окей, супер. Друзья, на этом все. Римма угадала 3 из 4. Если у вас есть какие-то варианты для следующего такого ролика, пишите в комментариях. Зур Рахмат, спасибо. Рахмат сизге. Сау болыңыз. Сау болыңыз.